Здравствуйте, в эфире программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Это прямой эфир. Смотрите сегодня. Скачки на призы главы Якутии завершились зрелищные состязания «Кто стал триумфатором?». Борьба с COVID-19, сколько заболевших выявлено за минувшие сутки. Комментарий оперативного штаба республики. Нацпроекты в действии. Реконструкция автодороги нам опережает запланированные сроки сдачи. Тележка добра, всероссийская акция продолжает работу в Якутске. Кому и как оказывают поддержку. 100 дней вокруг России. Экспедитор из Москвы продолжает автомобильное путешествие по стране. На внедорожнике он остановился в Якутске. Только что завершились скачки на призы главы республики. Прямая трансляция велась на всех платформах национальной вещательной компании «Саха». В главном забеге на дистанции 2400 метров триумфатором стал жеребец 2013 года рождения Майн Кёник из Чурапчинского улуса с жокеем Анатолием Куличкиным. Это уже третья победа жеребца на Кубках главы в разные годы. Общий призовой фонд на этот забег был назначен 5 миллионов рублей. Это самый крупный фонд за всю историю скачек на Сибири и Дальнем Востоке. Победителю забега Майн Кёнигу досталась ровно половина этого выигрыша в 2,5 миллиона рублей. Свыше 46 миллиардов рублей правительство России направило на выплату двух новых пособий. С 1 июля поддержку получат женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности и находящиеся в трудной финансовой ситуации. До рождения ребенка они будут каждый месяц получать около 6300 рублей. В этом году помощь предоставят таким образом более 400 женщинам по стране. На эти цели направлено более 10 миллиардов рублей. Также специальные выплаты назначены на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных малообеспеченных семьях. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем составляет около 5500 рублей в месяц. 84 новых случая коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. Из них в столице 54 заболевших, в Амгинском районе 5, в Алданском 4, в Вилюйском, Мирнинском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Эвано-Бутантайском районах по 3 случая. Ну а в Намском, Хангаласском и Чурапчинском районах по 2. Об этом сообщили в Республиканском оперативном штабе. Сегодня бы я хотела обратить внимание на сложную ситуацию в Горном Улусе. На настоящий момент за неделю достаточно большое количество заболевших тяжелых поступает из Горного Улуса. И в связи с чем еще раз обращаюсь к жителям Горного Улуса, призываю их прийти на вакцинацию. Это прежде всего и обращаться при возникновении первых недомоганий с признаками ОРВИ, соответственно, в Центральную районную больницу Бердигистяха или в учреждение здравоохранения на местах. А никакие иные какие-то условия или подождать, что это пройдет, или это обычное ОРВИ, не имеет смысла, на это надеяться. Просто-напросто поставьте в известность, исключите ковид, и я думаю, что для всех будет ситуация достаточно проще сегодня решаться и легче. Прежде всего, это здоровье ваших родственников и вас самих. Ну а оперштаб Якутска поручил усилить дезинфекцию подъездов, общественных пространств, городских и пригородных автобусов. По данным управляющими компаниями столицы проведена влажная уборка в 305 многоквартирных домах из запланированных 394 домов. Это 77% от общего числа. Также обработаны дезинфицирующим составом контактные поверхности в 549 домах из 2424. Процент исполнения составляет 22%. Продезинфицированы и общественные пространства, в том числе 198 автобусных навесов, 536 детских спортивных площадок, 39 скверов, также территория парка культуры и отдыха Якутска. Всего 536 рейдов соблюдения санитарно-эпидемиологических правил провели в республике за минувшую неделю на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг. По словам зампреда правительства Якутии Михаила Никифорова, за этот период всего по республике составили 5 актов комиссионного осмотра, выдали 2 предостережения, 6 определений и составили 13 протоколов об административном правонарушении.
В том числе в столице республики состоялось 376 выездных проверок с охватом 295 объектов торговли, 58 объектов общепита, 10 объектов бытовых услуг, 12 развлекательных центров и 1 фитнес-центр. По итогам этих рейдов выдали 2 предостережения о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Но на фоне низких темпов вакцинации и большого количества выявляемых случаев заболевания коронавирусом в Горном Улусе решение по формату проведения игр Манчары будет проведено в ближайшее время. Такое поручение сегодня на заседании оперативного штаба дал глава республики Айсен Николаев. Напомним, что спартакиада по национальным видам спорта должна пройти в Горном Улусе с 6 по 11 июля. Изначально планировалось, что в них примут участие свыше 7 тысяч человек, которые обязаны пройти вакцинацию и иметь отрицательный результат теста на COVID-19. Но из-за ситуации с коронавирусом формат проведения игр Манчары теперь могут изменить. К другим новостям: ежемесячные выплаты средств материнского капитала, пенсии и иные социальные выплаты можно будет получить только на карты национальной платежной системы МИР с 1 июля. Сообщается, что при этом у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами, например, на счета, к которым не привязаны никакие карты, также наличными или через почту. Ранее срок обязательного зачисления пенсий и иных соцвыплат на карты МИР был перенесен из-за пандемии и необходимостью пожилых людей находиться на самоизоляции. По данным Центробанка, на указанные карты перешли уже более 96% пенсионеров по стране. Тем, кто из-за эпидобстановки такую карту еще не получил, рекомендуется доставлять карты на дом. Реконструкция автодороги НАМ опережает запланированные сроки сдачи. Сегодня в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отсыпка земляного полотна участка выполнен уже на 90%. Сюжет Надежды Саханской. Расширение территории города, увеличение населения, необходимость обеспечения безопасности дорожного движения – эти факторы предъявляют современные требования к строящимся дорогам. Сегодня отсыпка земляного полотна автодороги НАМ выполнена на 90%. Отметим, что государственный контракт по реконструкции дороги был заключен 8 декабря в 2020 году, а работы начаты с марта этого года. На данный момент у нас идет с опережением календарного графика. На следующем месяце планируем уже устройство дорожной одежды. Это получается дополнительный слой ШПС С5. И поверх этого будет грунт, укрепленный с цементом. И поверх него уже идет 2 слоя асфальтобетона. Сроки работ на данном участке определены на 2021 и 2023 годы. В перечень работ по реконструкции автомобильной дороги входит не только замена дорожного полотна. В результате реконструкции будет где-то увеличена категорийность дороги, будет уширение дороги до 4 полос. Также во избежание аварийных ситуаций будет разделение встречного потока путем устройства разделительной полосы с устройством барьерного ограждения. На сегодняшний день подрядная организация «Дороги Сахам» работает со значительным опережением календарного графика, поэтому будет, наверное, принято решение о вводе объекта в 2022 году, получается, на год раньше планируемого срока. Протяженность ремонтируемого дорожного полотна 7 километров 200 метров. Реконструкция разделена на 2 этапа. Первый этап на участке от поворота на город Джатай до местности Усть-Хатын. Второй этап на участке от пересечения трассы 50 лет Советской армии до поворота на город Джатай. Также ведется разработка проектно-сметной документации по участкам от Мархи до объездной дороги и от местности Усть-Хатын до села Сырдах, реконструкция которых запланирована после 2023 года. Автодорога НАМ – один из проблемных региональных дорожных участков. Ключевая задача дорожников – создание надежной и доступной транспортной инфраструктуры. И уже после сдачи объекта мы сможем убедиться в том, что метка национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» стала знаком качества. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. Актуальные проблемы и перспективы развития геокриологии в эти дни обсуждают. В Якутске форум начал работу в Институте мерзлотоведения в столице. С докладами выступают ведущие и молодые ученые не только из России, но и из-за рубежа. Кроме того, студенты, аспиранты и специалисты в этой области. Рассказывает наш корреспондент Ульяна Шагина.
Интерес зарубежных ученых к конференции связан с тем, что мерзлота – одна из наиболее перспективных предметов для исследований, а в Якутии она почти повсеместна. Ученые не скрывают, что потепление климата напрямую влияет на необратимые процессы в грунте. Ярким примером для изучения этих процессов, к сожалению, может стать столица республики – город Якутск. Это деформация зданий, сооружений, опять же, дороги, магистральные газопроводы, они все нуждаются в исследованиях геокрилических условий. Не было таких исследований, что ли? Нет, они ведутся, но нужно их еще больше и более детально их проводить. Ситуацию в Якутии из-за таяния вечной мерзлоты уже сейчас можно назвать критической. Климатологи уже определили, что глобальное потепление в Арктике и Субарктике идет примерно в 2–2,5 раза сильнее, чем в остальном мире. Активизация же криогенных процессов с таянием вечной мерзлоты в Якутии началась в начале 80-х годов прошлого столетия, и с тех пор идет ее нарастающее усиление. Сейчас мы видим мощные толщи разнообразных многолетних мерзлых пород, совершенно разные в разных районах, и Якутии, и России, и за рубежом. Свойства их сильно отличаются даже на расстоянии в сотни метров, я уж молчу про километры и тысячи километров. И вот все это разнообразие – это результат истории их развития. И поэтому история здесь крайне важна. Вот ее мы пытаемся изучать. Для студентов-магистрантов профильных вузов участие в таких конференциях – это в первую очередь полезные знакомства в научных сферах, а также толчок для практического применения научных знаний. Так, бонусом станет ставший уже традиционным полевой семинар. В этот раз на Тукуланах, в окрестности поселка Кызылсыр Вилюйского района. Я надеюсь, что найду людей, которые смогут со мной сотрудничать, согласятся сотрудничать, и мы будем. В какой сфере именно? В сфере, возможно, именно стоянок, потому что стоянок в Якутии очень много древних людей, или в сфере криогенных процессов. Я знаю, что здесь огромная, получается, площадь многолетней мерзлоты, что она впервые здесь была изучалась, и первые шахты здесь заложились. Только на таком уровне знаю, пока только знакомлюсь с городом. С наукой геокриология напрямую связаны и крупные промышленные предприятия. Их участие в конференции, в том числе и с привлечением молодых ученых, даст толчок в понимании того, как строить важные производственные объекты. Кроме того, опасные объекты – хранилища, магистральные газопроводы, установки подготовки газа с таким расчетом, чтобы это было экологически безопасно и имело наименьший вред на окружающую среду. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. 24 выпускника школ республики стали 100-бальниками в основной период проведения единого государственного экзамена без учета резервных дней. Таким образом, по данным Миноборнауки республики, ЕГЭ по истории на 100 баллов сдала выпускница школы номер 5 столицы Елена Тимофеева, а по физике – выпускник республиканского лицея-интерната Станислав Новиков. По итогам экзамена по математике профильного уровня в этом году нет 100-бальников, но в целом улучшились показатели. Так, по математику на более 70 баллов сдали 792 участника, из них 90 и более баллов получили 33 выпускника. ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 8 выпускников. Всероссийская акция «Тележка добра» продолжает работу. Благодаря победе в президентском гранте и помощи местных добровольцев с каждым днем эта акция набирает обороты. Помощь предоставляется адресно людям, находящимся на самоизоляции в условиях пандемии. Это пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья. Сюжет нашего корреспондента. Заниматься благотворительностью нужно во все времена. А в реалиях наших дней это можно делать очень просто, не отходя от кассы. Любой неравнодушный может пожертвовать часть своих продуктов или приобрести новый и вложить в специальный ящик. Сегодня продовольственные наборы закупили представители автодорожного округа. Только в этом округе по списку числится свыше 170 нуждающихся. Сегодня продовольственный пакет получили 4 семьи. В основном предоставляем именно волонтерские трудовые силы, то есть развоз, раздача. И у нас есть свой социальный отдел, где мы именно ведем мониторинг и именно список нуждающихся. Поэтому думаем, что мы можем помочь. Благотворительная акция «Тележка добра» была создана благодаря Общероссийскому народному фронту. Активисты призывают всех предпринимателей и жителей города Якутска поддержать эту акцию. Нынче она ориентирована на тех, кто сегодня находится в сложной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. «Тележка добра» в таком формате, как накопительный продовольственный бокс, располагается в крупных торговых сетях города.
Вот так вот легким движением руки каждый неравнодушный может посетить магазин и внести свой вклад в благотворительный проект «Тележка добра» в Якутии и осчастливить еще одну семью, которая самостоятельно не может посетить магазин и сделать покупки. В набор входит продукты первой необходимости. Это рис, гречка, тушенка, там, растительное масло, ну и чуть-чуть конфет. Там, ну вот такие, которые каждый день мы сами употребляем. Благотворительная акция она началась с февраля этого года, да, 21-го, а будет продолжаться до марта 22-го года. Ну, то есть в рамках вот этого гранта, который мы подписали. Сами по себе мы волонтеры и всегда стараемся помочь, ну, как бы бесплатно, да, это общественная организация, поэтому помочь вообще вот нуждающимся. И мы привлекаем все общественные организации, какие есть, не только благотворительные какие-то фонды. Для кого-то такой набор продуктов может показаться банальным и незначительным, но не для людей, которые не имеют возможности посетить магазин. На помощь им приходят благотворительные организации и неравнодушные люди. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутия, 24. Экспедитор из Москвы Альберт Северный продолжает 100-дневное автомобильное путешествие по России на внедорожнике. Сегодня он проездом находится в Якутске. С известным тревел-блогером встретилась наш корреспондент Виктория Федорова. Идею за 100 дней объехать Россию Альберт вынашивал целых 3 года. По плану путь пролегает через Владивосток, на край Чукотки, а далее Мурманская область и Севастополь. Это 25 тысяч километров, 6,5 тысяч из которых по реке Колыме и Северному морскому пути. Впервые в истории России подобный путь планируется преодолеть на внедорожнике без особой специальной подготовки. На Чукотку летних дорог нет вообще. И туда все боятся, и боятся, или там, ну, дорого. И мне стало интересно, можно ли на машине сделать такой маршрут, стал изучать. В интернете особо никакой информации нет, чтобы кто-то подобным образом путешествовал. И немножко усложнил задачу, то есть еще не просто через Чукотку проехать и по Северному морскому пути, так полукруг такой вокруг России, а именно достигнуть крайней точки, которые доступны на серийном автомобиле. Альберт – путешественник со стажем. В 2017 году он внес свою лепту в книгу рекордов России. На дрейфующих льдинах в шаге от Северного полюса экспедиторы развернули самый большой флаг России в Арктике. А этой зимой на собачьих упряжках Альберт покорил перевал Дятлова. Вот уже виднеется перевал вдалеке. Влоги о своих приключениях он снимает на камеру и выкладывает на своем YouTube-канале. Ну, свой блог я снимаю вот, в первую очередь на фотоаппарат, вот на этот, фотографирую, снимаю под съемки, а камера, экшн-камера у меня всегда под рукой, я все ей снимаю. Плюс у меня еще есть квадрокоптер. В дикие необычные места Альберта тянуло с детства, сам того не замечая. Он с малых лет питал интерес к путешествиям. Читал там книжки, в том числе, там, вот помню, «Алитет уходит в горы», это чукотский писатель известный, там, как «Жизнь Чукчи» там на крайнем севере. Якутские какие-то сказки в детстве читал тоже вот. Отец у меня здесь работал водителем, ездил с ним, катался все время в рейсы. Кстати, родился и вырос Альберт в Якутске. Его семья жила в 17-м квартале. Здесь и прошло детство будущего тревел-блогера. Мои родители в 60-х годах приехали сюда с Сибири строить ГРЭС. Я родился здесь. И в 94 году уехал и вернулся сюда только лишь 5 лет назад первый раз. Даже поймался я на том, что я на некоторых улицах в центре не могу понять, куда ехать. Город стал намного красивее, очень много красивых зданий. Сегодня к Альберту присоединился его друг детства Александр. Он пригласил меня поучаствовать вот на каком-нибудь этапе здесь, в этой экспедиции. Тем более я давно не был в Якутске. Мы теперь будем дальше покорять просторы нашей Родины. Как говорится, вдвоем веселее. Ведь мужчинам предстоит еще долгий путь. Следующая остановка – полюс холода Аймекон. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. На днях в Якутске состоялся онлайн-концерт этногруппы «Ситим». Выступление было приурочено к национальному празднику Исеха. Главная цель концерта – продвижение этномузыки в широкие массы. «Ситим» был образован в ноябре прошлого года талантливыми музыкантами из Якутии Айгуной Федоровой и Станиславом Алексеевым. Она вокалистка группы, а он пишет песни и музыку. Идея стрима у нас зародилась этим летом, когда я побывал на концерте, на этноконцерте у группы Алтан Сандага. Мы там познакомились и слово за слово и решили сделать нечто крупное в сеть. Прошел этнострим в парке Урдель
в содружестве с творческим объединением культуры Якутии и моим коллегой Асеном Николаевым. Мы решили все это дело сделать в YouTube. И сейчас площадка YouTube, она более востребована и в широких массах, и вообще за рубежом смотрят YouTube. У нас вот недавно вышел новый трек, называется «Джихагая Игахайгы» на португальском лейбле Agami Records. Вышел 26 числа. Можно послушать на всех площадках. Тренер-преподаватель по спорту первой категории Иван Устинов рассказал нашему телеканалу о том, как проходит подготовка сборной Мирнинского района к играм Манчары. Он сказал, что настрой у ребят всегда боевой, но из-за пандемии было очень мало стартов, что может сказаться на них. По его словам, состав сборной молодой. По большей части это дети 2004-2006 годов рождения. На соревнованиях будут также выступать дети 2003 года рождения и даже младше. Тренировку мы уже прошлой осенью, например, мы уже прикидывали примерно по нашим детям и по взрослым. Уже прикидывали, уже делали какие-то планы, кто будет готовиться. Выходили на тех спортсменов, я имею в виду взрослых, которые тренируются за пределы республики. У нас есть наши воспитанники, которые являются студентами Омского физкультурного института. И есть ребята, которые у нас заканчивали отделение легкой атлетики и учатся в высших учебных заведениях нашей необъятной страны. Юные футболисты из детского футбольного клуба «Динамо» Якутск приглашены на международный турнир, который пройдет в июле этого года. Ранее клуб занял первое место на всероссийских соревнованиях в Сочи. За тренировкой футболистов наблюдал наш корреспондент Александр Нестеров. Футбол в Якутии возрождается. Первый шаг к этому сделали юные футболисты из клуба «Динамо Якутск». Совсем недавно они привезли золото со всероссийских соревнований, а уже сейчас готовятся к международному турниру, который пройдет в Казахстане. Леша? Одним из главных героев стал Алексей Доржиев, лучший нападающий турнира. Алеша отличился на этом турнире 6 раз, но главной особенностью юного таланта стали именно результативные передачи. Свои качества паса Алеша продемонстрировал в финальной игре против команды «Ла Лига» из Москвы, отдав голевую передачу на Джулускана, который забил единственный победный гол в финальном матче. Мяч обыгрывает Доржиев, и удар, и мяч залетает в ворота! Якутск выходит вперед, а вот вам. Сложная команда была «Ла Лига». Мы сначала в турнире в первый раз, когда играли, выиграли 1-0, а в финале тоже 1-0 выиграли. Автором гола в финале стал Джулусхан Леонтьев. По словам главного тренера команды Ильи Павлякова, Джулусхан стал героем заключительного раунда плей-офф. А в полуфинальном матче против ровесников из Екатеринбурга Джулусхан стал на ворота, отбил 2 удара, а в финале забил победный гол. Леха обыграл там 3-2, и он дал пас практически пустые. На протяжении турнира юные динамовцы Якутска показывали зрелый атакующий качественный футбол. Хочу отметить, что нету претензий к мальчишкам в плане самоотдачи и желания. Они сделали даже больше, чем многие могли. Сразу же после грандиозного выступления якутской команды на всероссийском турнире в стан команды поступило приглашение на международный турнир по футболу. У нас вышли представители Казахстана. Там тоже регулярно проводятся различные турниры. И они предложили нам 2011 нашему году очень серьезный турнир международный. 10 июля наш 11 год туда отправляется. То есть мальчишки приехали, буквально пару недель отдохнули. Сейчас мы потихонечку, говорю, вышли с отпуска, и они приступили к занятиям. И мы готовимся туда непосредственно на турнир в Казахстан, где будут представители различных академий, и он носит статус международный. Хочется отметить, что ребята выкладываются на тренировках на все 100%. Тренировки проходят регулярно под руководством опытного тренерского штаба. И уже 10 июля мы увидим якутскую команду на международном турнире. Пожелаем нашим ребятам удачи. Александр Нестеров, Илья Старомятников, Якутск. Таковы итоги дня. Сегодня смотрите Якутию 24 и всегда будьте в курсе.